Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина, и вот о чем сегодня в выпуске. Благодарность за помощь. Все активно подключились. На самом деле, это огромная трагедия для тех людей. Татарстанцы за неделю собрали 80 тонн гуманитарки. Как ее встретили в Курской области, расскажем в репортаже. Раритет на ходу. На Свияжских холмах парад ретро-машин. Ретро-техника, ее же все меньше и меньше. Она только бывает в музеях, да, но в музеях нельзя потрогать. А здесь, пожалуйста. Необычные автомобили на фестивале исторической техники увидела Вероника Гайнудинова. В селе Красновидово сегодня яблоку негде упасть. Варим варенье и часто перемешиваем. Только с любовью бывает вкусная еда. О том, как в республике отметили яблочный спас, расскажет Алена Струминская. — 80 тонн гуманитарной помощи из Татарстана доставили в Курскую область. Продукты и товары первой необходимости неравнодушные жители и организации собрали всего за 6 дней. Сегодня Райс Республики поблагодарил всех, кто не остался в стороне. На республиканском совещании он также дал ряд поручений. Насколько востребована поддержка татарстанцев в Курске и кому уделят особое внимание в День Республики, расскажем в репортаже. Хотел бы, прежде всего, обозначить очень такую серьезную тему для всей нашей страны. Республиканское совещание Рустам Минниханов начал с темы гуманитарной помощи жителям Курской области. Благодаря неравнодушным татарстанцам, компаниям, фондам и общественным организациям республика одной из первых отправила большую партию необходимого. За неделю было собрано и отправлено в Курскую область 80 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника, осветительные приборы и строительные материалы. Эти кадры сняли наши коллеги с программы «7 дней», которые сопровождают конвой. 1230 километров колонна преодолела меньше, чем за сутки, ведь помощи ждут пострадавшие от атак ВСУ жители Курской области. Артиллерия била, через дом летали снаряды, РСЗО пакет выпустили, отсчитали, детей под мышку и убежали. Очень страшно. Снаряды летят, невозможно стало жить. Все уезжают, животных отпустили на волю. И в чем есть, выехали. А что делать? До 3000 человек в день получают помощь в Красном Кресте. Фура с грузом из Татарстана приехала и сюда. Ее сопровождал глава Минмолодежи Ринат Садыков. Он пообщался с жителями и волонтерами, в том числе из Казани. И убедился, помощь доходит, и ее очень ждут. В ежедневном режиме здесь выдают и продуктовые наборы, и средства личной гигиены, и одежду, и школьные принадлежности, и много-много другое. Одним словом, все то, что мы привозим сюда, в Курск, из Республики Татарстан, это буквально за считанные дни расходятся. Райс Республики сегодня поблагодарил всех неравнодушных организаций и фонды, которые помогали собирать гуманитарную помощь, и отметил, эта работа продолжается. Действует специальный счет благотворительного фонда «Акбарс Созидания» для помощи курянам. Реквизиты на экране. Создан республиканский штаб во главе с вице-премьером Лейлой Фазлеевой. Я прежде всего хотел бы поблагодарить и трудовые коллективы, и бизнесменов за те решения, которые связаны с оказанием поддержки через благотворительный фонд. Это значительные денежные средства, и мы очень благодарны. Все активно подключились. На самом деле, это огромная трагедия для тех людей. Любую поддержку, любое, что необходимо, мы должны отнестись с пониманием. Поддержать тех, кому сейчас тяжело. Сегодня главная задача. Впереди большое событие. 30 августа – День Республики. Рустам Минниханов подчеркнул, важно провести праздник на высоком уровне и обеспечить полную безопасность. Обратить особое внимание на наших ветеранов и участников СВО. Не забыть об их семьях. Праздник есть праздник, но эта категория, особенно семьи, особенно погибшие, конечно, у них и так, значит, очень ситуация, как-то вот они должны почувствовать нашу поддержку.
Еще один объединяющий праздник мы отметим на следующей неделе. 22 августа – День государственного флага страны. Мероприятия пройдут по всей республике. Прежде всего, молодежные активисты организуют раздачу жителям лент в цветах российского триколора. Состоятся тематические автопробеги с флагами, познавательные и патриотические активности. Ну и, обращаясь к главам, продумать, как красиво эту историю отразить. Как отметил Раис Республики, этот день символизирует силу и суверенитет России, но главное, объединяет всех ее жителей. Лина Зинатульна, Булат Абдульманов, Сергей Кузьмин, ТНВ, Казань, Курская область. На этой неделе в Татарстане сдали 2 школы в Казани и еще одну в Усадах Лаишевского района, а также детский сад на 260 мест в ЖК «Слава-Ткупыре». О реализации строительных программ сегодня рассказал на совещании в Доме правительства глава Минстроя Марат Айзатуллин. За прошедшие 2 недели завершили 7 ФАПов в 6 районах и 5 спортивных объектов. Рустам Миниханов поинтересовался, есть ли проблемы, в частности, с уличными строительными работами. Есть какие-то опасения по каким-либо программам? Опасений таких нет. Значит, сейчас готовимся полным ходом подготовки к зиме. Значит, у нас по всем объектам мониторинг идет. Зима, и надо понимать, что вот эта погода, у нас будут вопросы с благоустройством. Не надо ждать любой перерыв этих дождей. Все равно возможность летом есть. Осенью работать будет 5 раз сложнее, поэтому никаких этих не должно быть. Где мы работаем, вопросы благоустройства отдельно взять на контроль. За последние 2 недели удалось заметно нарастить темпы в реализации программы «Наш двор», доложили сегодня на субботнем совещании. Однако выполнение дорожных работ все еще отстает от плана на 9%. Установка освещения завершена на 80%. Монтаж оборудования задерживается больше всего. Например, в Тетюшском районе к нему даже не приступали. Также директор Института развития городов Наиля Зинатульна обратила внимание, почти во всех дворах отсутствуют аншлаги с правилами эксплуатации детского и спортивного оборудования. Есть прецеденты, когда дети получают травмы и даже заведены уголовные дела. Она призвала оперативно установить такие таблички. Рустам Миниханов сегодня поручил выработать предложение по использованию общественных пространств. Надо подумать, на самом деле, и дворы, и общественное пространство, как они задействованы. Может быть, какой-то рейтинг сделать, как-то вот это нам оживить вот эти объекты. Только вот это голубые озера. Сколько народу? Сколько? Но понятно, что когда погода будет попрохладнее, что можно там в зимний период делать в других наших объектах. Правоохранители возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе на Даурской в Казани. Инцидент произошел в середине лета. После трапезы в заведении плохо себя почувствовали сразу 15 посетителей. По данным следствия, сотрудники кафе допустили серьезные нарушения санитарных норм. На этой неделе было закрыто казанское кафе «Азу». Здесь после обеда кишечной инфекции заразились 6 человек. Также у 4 сотрудников заведения и заболевших нашли сальмонеллу. И в четверг прокуратура республики направила в суд дело о массовом отравлении 40 сотрудников Nefis Cosmetics. Казанцы собрали больше 140 тысяч рублей семье погибшего в Салмачах водителя «Лады Гранта». Сбор был объявлен сразу после страшного ДТП. Уже сегодня утром деньги перечислили супруге. Смертельная авария произошла накануне рано утром. В отечественную машину врезалась иномарка. Предположительно, Рено Дастер выехал навстречку. Погиб водитель Гранта, который ехал по своей полосе. У него остались 2 маленькие дочери. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сегодня на горе Соколка Верхнего Условна развернулись бои с участием военной техники и артиллерии. Это масштабная историческая реконструкция. Ее посвятили зарождению Красной Армии. Из 17 регионов в Татарстан приехали 4000 гостей и участников. Они разыграли несколько событий времен Гражданской войны 1918 года. Искандар Гималдинов все увидел сам. Тишину на горе Соколка нарушают пулеметные очереди, взрывы и шум. Больше 100 человек разыгрывают военный исторический спектакль 1918 года. Организаторы ее посвятили зарождению Красной Армии. Погружение в атмосферу 100%. В
Виолетта Кучумова выступает в роли красноармейца. Исторической реконструкцией увлекается уже 5 лет. Ее дед воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Я сегодня исполняла роль, городского деревенского ополчения. То есть я забирала на фронт и отвоевывала. Потом же свою же деревню, от которой забирали на фронт. То есть все на фронт. Илья Сайгозин начал заниматься исторической реконструкцией, еще будучи студентом. С тех пор старается не пропускать такие события. Я прям влюбился в реконструкцию, теперь это прям дело всей моей жизни. Был как раз знаменосцем и до конца пытался сдержать знамя. На горе Соколка участники в военной форме, боевая техника вековой давности, артиллерия. Разыгрываются несколько исторических сцен. Бой красноармейцев с белогвардейцами, захват Верхнего Услона чехословацким корпусом. Постановки разыгрывают 170 любителей истории из 17 регионов. В этом году мы немножко по-другому подошли. Мы сделали так, что в одном выступлении мы показали несколько боев. 5 августа, 12 августа, какие-то переходные моменты. Ну и основной бой, когда Соколку штурмовали, это был самый серьезный бой. И поэтому, объединив в единый сценарий, получилось немножко поживее. Раз люди приезжают с разных регионов, не только по Волжье, но уже за ее пределами, а нас знают, нас слышат, значит, это действительно нужное дело. Для гостей реконструкции организовали интерактивные площадки. Настроение создавали музыкальные коллективы для желающих мастер-классы. Второй год посещаем это мероприятие в таком восторге. Мы эти места видим, ходим ногами, по ним. Мы живем здесь. И вот это видеть, то, что было в 18 году, 100 с лишним лет назад, это, конечно, огромная радость. Многие, проживая в Казани, мало знают, о каких событиях происходили в 18 году. Поэтому, это познавательно, это нужно. Да, патриотическое воспитание, как жили наши потомки, как все это происходило. Особенно в наше время неспокойное. Все это надо знать и помнить. Военная историческая реконструкция завершится завтра. Искандер Гемалдинов, Владимир Гурьянов, ТНВ, Верхний Услон. Восстановиться и вернуться к своим. Такие планы у военнослужащего из Нижнекамска с позывным «Борода». После ранения находится на реабилитации. Он нашел время, чтобы поблагодарить земляков за помощь и пообщаться с нашей съемочной группой. Нормально? Да, так уж потихонечку, вроде бы как, слава богу, жив-здоров. Боец с позывным «Борода» сейчас на реабилитации в Нижнекамске. Он нашел время встретиться с волонтерами и поблагодарить их за помощь. Из этой автомастерской на передовую они отправляют автомобили и гуманитарный груз. Сам военнослужащий ушел добровольцем на СВО год назад. Сначала не пускали, конечно. Супруга плакала, мама плакала, все плакали. То есть, никто не хотел, чтобы я туда шел. Мы, получается, с супругой только расписались в июле в начале. И 22 числа я ушел. То есть у меня истерика большая была. Но ничего, выдержала. Ждет. Во время одного из боев после прилета мины мужчина получил сложный перелом руки. Первую операцию провели в госпитале на передовой, вторую сделают в Татарстане. Все это время он ощущал за спиной надежный тыл. Тыл очень сильно помогает, я скажу так, что гуманитарка идет в больших количествах. Вот ради страны, за родину, за матерей, за супруг, я не знаю, за детей, за всех. Вот нужно туда пойти и быстренько все закончить. Для себя военнослужащий уже решил, как только восстановит руку, снова вернется на передовую. Там товарищи, которые его ждут. Все-таки уже и здесь у нас дроны летают, и уже в Россию пробираются потихоньку. То есть вот нужно собраться всеми силами и уже дать жару. Светлана Звонарева, Светлана Шумкова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Первый серийный «Форд», единственный в мире сохранившийся советский гоночный ГАЗ и «Чайка-кабриолет» для военных парадов. На Свежских холмах сегодня открылся фестиваль исторической техники. Старт дал Фарид Мухаммедшин, президент клуба ретро-автолюбителей. Компанию ветеранам отечественного автопрома составили легендарные иностранцы. Здесь 300 автомобилей разных эпох и континентов, и это рекорд. Вероника Гайнудинова села за руль машины, которая стоит целое состояние.
Они будто только вчера сошли с конвейера, и каждый болтик тот самый. Эти машины выпущены 40, 50, а то и 60 лет назад. Тот самый случай, когда возраст имеет значение. И только в плюс. Чем машина старше, тем она интереснее. Ford Thunderbird выпускался всего 50 лет. У Александра Дорофеева из Казани одна из самых крупных коллекций, порядка 60 культовых американских автомобилей. Прежде чем они обрели такой вид, их пришлось восстановить. Этот Ford, например, собрал из двух. Это автомобиль 68-го года. Он эксклюзивен тем, что у него двери как книжка раскрываются. То есть легкое попадание в салон. Машина довольно-таки редкая. Я такой машину не видел. Это 2001 наверное, мало. Да, 424 штуки, все. Ретро-выставку осмотрел Фарид Мухаммедшин, заядлый автолюбитель, чьей личной коллекции далеко не одна советская машина. Он поблагодарил автолюбителей, которые бережно хранят ретро-технику. Через этот фестиваль отдаем дань уважения нашим автомобилестроителям всех поколений. Вы видите, с какой любовью наши владельцы этой техники показывают ее, сохраняя ее. И она еще до сих пор служит многим людям и нашей промышленности. Фестиваль исторической техники в этом году проходит в 17-й раз. Представили больше 300 старинных автомобилей и мотоциклов. Автолюбители приехали из 11 регионов России и Казахстана, причем на самих ретро-автомобилях. Дорога прошла успешно, без приключений. 1100 километров мы проехали с Казахстана на автомобиле RAV2203. Любим заниматься старыми автомобилями, по возможности реставрируем. Такое хобби. «Москвич», «ГАЗ», «Чайка». Здесь уникальные модели советского автопрома. Многие из них настоящий антиквариат. Этот ЗИС выпускался с 1947 по 1957 годы. Такая модель первая из машин, которая проехала по Красной площади в День Победы. Автомобиль сменил лошадей, которые открывали и принимали военные парады в Советском Союзе. Это легендарный «Запорожец». Машина хоть и маленькая, но изменила весь советский автопром. Эта машина 65-го года. Очень необычно открывать дверь наоборот. И мне сегодня разрешили порулить этим автомобилем. Попробуем проехаться. Я поехала. Большинство участников здесь, конечно, коллекционеры. И в каждой детали отражается их любовь к машинам. Иномарки уже все, как сказать, это уже обыденно. Это вот как сотовый телефон. А ретро-техника, ее же все меньше и меньше. Она только бывает в музеях, да, но в музеях нельзя потрогать. А здесь, пожалуйста, можно подойти, посмотреть, сфотографироваться, посидеть, порулить. Каждый образец до сих пор на ходу. Тому подтверждение ретро-ралли, в котором приняли участие автолюбители. Но в заезде главное не победа, а удовольствие от вождения. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Продлить жизнь домашнему питомцу и снизить количество бездомных животных. В казанских государственных ветклиниках бесплатно проводят стерилизацию хозяйских собак. С начала года эту процедуру прошли 330 четвероногих. Такая акция позволит предотвратить нежелательное потомство домашнего питомца и контролировать число безнадзорных собак в городе. Где можно стерилизовать собаку и чем важна процедура для самого пса? Об этом далее. Наши места. Не бойся, все хорошо будет. На прием в ветклинику Лилия Хакимзянова привела своего бакса. В сентябре ему будет уже 6 лет. Пес хоть и спокойный по характеру, но активный. Владелица решила его кастрировать. Мониторили цены, мониторили, как это все происходит. Там расспрашивали, звонили. И в один прекрасный момент просто по телевизору я увидела объявление о том, что Государственное ветеринарное объединение города Казани проводит такую акцию. У них идет бесплатное представление такой услуги. Акцию для домашних животных запустили, чтобы снизить количество бездомных собак. Они пару лет назад стали настоящим бедствием для республики. В год фиксировали до 10 тысяч укусов. Жалобы от жителей только возрастали. Так и появились муниципальные программы по стерилизации. Одним из главных сегодня источников пополнения это те собаки, которые живут дома. Они оказываются в силу разных причин на улице города, приносят потомство, которое тоже оказывается на улице зачастую. И поэтому родилась программа, основной целью и задачей которой было воспитание ответственного собственника. В
Казани сегодня порядка 35 тысяч домашних собак. На улице бродят, по данным двухлетней переписи, 4700 четвероногих. Каждый год прирост по 3000 собак. Волонтерам после учета удалось их поймать и стерилизовать. Частники могут записаться бесплатно. Для того, чтобы провести эту данную операцию, нужно было сначала сдать анализ крови, сделать УЗИ сердца, так как уже у нас взрослый парень. И по мере того, как мы собираем документы, мы приходим и нас записывают уже. С начала года бесплатные операции сделали 330 домашним собакам. В платных клиниках, в зависимости от веса и породы собаки, за эту услугу придется заплатить от 5 до 20 тысяч рублей. Помимо регулирования численности животных, хозяйских и нехозяйских, стерилизация собак позволяет продлевать жизнь им примерно на 3-5 лет. А это профилактирует онкологические и другие гормональные заболевания в старости животных и обеспечивает им просто комфортную старость. Собаку в Казани можно бесплатно чипировать. Номер вводят во всероссийскую базу учета домашних животных. При потере пса будет легче найти. Бесплатную стерилизацию собак в Казани проводят с 2020 года в рамках проекта «Город без брошенных животных». За это время стерилизовали уже 1000 собак. В этом году операцию проведут еще 3000 четвероногих. Кастрируют собак в 8 госветклиниках Казани. Жители пригородных поселков могут оставить заявку на выезд мобильного пункта стерилизации. Для этого нужно собраться 10 желающим. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Циклонический вихрь, под влиянием которого оказалась большая часть европейской территории России, отступает. На Татарстан с востока кратковременно распространит влияние гребень повышенного давления, а с запада – атмосферный фронт. Можно было бы сказать, что лето возвращается. Но это не так, говорят синоптики. Завтра пройдут небольшие дожди. Температура ночью до плюс 15, днем до плюс 24 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели воздух прогреется до плюс 25. В понедельник местами еще возможен дождь, во вторник сухо. Яблочный спас широко отметили сегодня в селе Красновидово Камского устья. Вестник приближения осени здесь празднуют уже более 10 лет, причем сразу в нескольких местах. В местном музее Горького, на живописном берегу и высоком Волжском утесе. В этот раз праздник приурочили к году семьи. Для гостей готовят свежее яблочное варенье, проводят русское чаепитие, большую ярмарку и концерт. Всему голова в яблочный спас – плоды нового урожая. Их отведала и Алена Струминская. Август богатый на праздники месяц. В народе в это время отмечают сразу 3 спаса – медовый, ореховый и яблочный. Последний традиционно проходит в селе Красновидово на живописном берегу Волги. Яблоки здесь на каждом шагу, причем на любой вкус, цвет и даже вид. Блюдо из яблок сегодня главное на традиционном чаепитии в музее Горького. Это пироги и только что приготовленное варенье. Его гости праздника называют самым вкусным в стране. В чем же секрет? Мы это повторяем, да? Из года в год. Только с любовью бывает вкусная еда. Село Красновидово знаменито своими яблоневыми садами. На праздник сюда приезжают гости со всей республики. В программе экскурсий по селу костюмированные фотозоны и мастер-классы для детей. Дамы в народных костюмах, да, ходят. Все вот это вот наблюдать, лицезреть, сам музей посетить, конечно же. В эту атмосферу окунуться всегда хочется. Нашей традиции празднования яблочного спаса в селе Красновидово более 10 лет. И ежегодно праздник в любую погоду, сегодня хотя пасмурно, но мы собираем по несколько тысяч гостей. Особое значение праздник приобретает в год семьи. Впервые на берегу Волги провели театрализованное представление для всех возрастов. Семья Кульковых приехала из Лаишевского района. Отмечать яблочный спас вместе – традиция. Яблочный спас, он же такой, как бы, всенародный праздник. Ну вот, узнали про это и решили приехать. У нас бабушка выступает и внучка выступает. Очень вкусный мед, варенье, пироги очень вкусные. У славян яблочный спас – день, когда природа переходит от лета к осени. С приходом христианства он стал и церковным праздником Преображения Господня. Яблоки стали освящать в храме. Принято освящать плоды нового урожая. Яблоки, сливы, груши, собранные народом на своих приусадебных участках, дачах. С давних времен эти места славились прекрасными яблочными садами. Здесь были
разных сортов яблоки, которые доставлялись на большие рынки, в Казань в том числе. На Высоком Волжском утесе большая ярмарка с яблоками, медом, народными поделками и игрушками. И, конечно, концертная программа. На сцене русские, татарские, марийские фольклорные коллективы. Их, как и гостей праздника, с каждым годом становится все больше. Удается здесь каждый год проводить именно праздник славянской культуры в его республиканском масштабе и в этом уровне. Поэтому сегодня мы здесь видим не только творческие коллективы Камско-Устинского района, но и из многих районов нашей республики. Гуляния в Красновидово продолжаются до самого вечера. По традиции заход солнца провожают песнями. Алена Струминская, Альбина Минаева, ТНВ, Камско-Устинский район. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте электронной газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым, а я с вами прощаюсь. До встречи.